Привет, друзья и коллеги! На связи Владислав Скалибок, город Херсон. Предлагаю вместе развивать инвестиционный, строительный, крупный бизнес. В мировом масштабе компания легальна и весьма прибыльна в участии. Сейчас предлагаю вам просмотреть видеоролик и потом обсудить в голосовом общении в Skype, который указан здесь. И обсудим все вопросы, которые у вас появятся. Наше дальнейшее сотрудничество, ну и дальше заключение морального контракта о нашей совместной деятельности, чтобы это вам приносило доход. Соответственно, и мне тоже. Потому что развивая свой бизнес, вернее, развивая ваш бизнес, да, я укрепляю свой. Это будет наш совместный. Что, до встречи. Приятного просмотра. Анализ того, что происходит, того, что ожидает и, собственно, зачем мы сегодня собрались. Ну вот, в первый раз у нас здесь 6 человек, 138 проголосовало, значит, видите, все-таки подавляющее большинство людей это те, кто уже ходят и понимают, что это за встреча, что это за программа. И, соответственно, мы сознательно уже делаем то дело, за которое мы сейчас взяли. Значит, из подведения итогов, которые мы с вами делали 31 числа и 30 на наших экономических вебинарах, я просто коротко повторил. И для нас, что самое важное, что 2014 год это год старта программы Skyway. Skyway это технологическая программа, в основе ее лежат инновации инженера Юницкого и целой научной школы, которую мы назвали SkyTech, то есть небесные технологии, целью которой сегодня это глубокая модернизация и экономики как таковой целой и переход на новый цивилизационный, новый технологический этап. То есть, кстати, об этом президент тоже говорил в своем выступлении. И как раз задача сегодня это через глубокую модернизацию, через технологическую революцию решить те экономические, политические и социальные проблемы, которые сегодня перед нами стали. То есть сегодня настолько важный этап, что его можно сравнивать и с той модернизацией, которую проводили большевики в 1917 году, и благодаря чему они отстояли страну, и она заняла свое место на политической арене в противостоянии на тот момент со всем миром. Вот. Это можно сравнить с той модернизацией, которую проводил Столыпин как премьер-министр при Николае II. Это можно сравнить еще более серьезно с тем, что проводил Петр I. Это модернизация и вывод страны на новый технологический уровень и занятие в той карте Европы и мировой политики своего места. Вот. И, соответственно, сегодня это противостояние, оно ни на минуту, ни на секунду с того времени, как образовалась Российская империя, Российская сейчас уже Федерация, она никогда не прекращалась, оно постоянно идет, и, соответственно, оно будет так, ну давайте я на вопросы специально потом отведу время, и тут мы с вами еще на этот предмет поговорим. Особенно это вот связано сейчас с юридической реорганизацией. То, что сегодня делается именно для того, чтобы все инвесторы, все участники проекта были максимально юридически защищены и, соответственно, абсолютно чувствовали себя уверенно. Значит, я на этот предмет сейчас еще пару слов скажу. Значит, итак, друзья, о самом проекте. 2014 год это старт проекта в том виде, как мы сейчас его видим, и участниками какого проекта вы сейчас являетесь. Сам проект и вообще сама технология развивается уже более 30 лет инженером, именно как автором новой концепции транспортных коммуникаций и построения технологий. Я в этом проекте участвую чуть 15 лет. Вот, он тоже за это время был в разных ипостасях, в разных видах. И вот в 2014 году Юницкий сделал следующий шаг, очень важный шаг, очень сложный шаг. Это перевод финансирования проекта и позиционирование проекта как народный, как краудинвестинг. То есть для того, чтобы большое количество могло прийти инвесторов и большое количество участников. Сделано это тоже осознанно и исходя из всего предыдущего опыта, когда приходили крупные бизнесмены, крупные банкиры, крупные чиновники. Но каждый раз этот проект
после первого такого небольшого старта всегда останавливался, исходя из того, что каждый стратегический инвестор, каждый крупный партнер, который входил в проект, он сразу же старался установить свои правила игры, а в конечном итоге это подчинить себе технологии, подчинить себе управление. Это происходило там не раз и не два, и на моей памяти это, скажем так, порядка 10 раз этот процесс начинался и таким образом заканчивался. После этого было принято, и на мой взгляд, абсолютно правильное, единственное правильное решение, это обратиться к тем, кому результаты и кому этот проект наиболее нужен. Это, в общем-то, к большому количеству людей, именно простых людей. И как раз вот этот процесс краудинвестинга – это новое направление в инвестировании. До этого несколько лет формировался краудфандинг, и мы уже видим определенные примеры краудфандинга, то есть когда собирались средства для того, чтобы реализовывать конкретное решение, конкретное техническое решение. И мы видим, Oculus на наших глазах прошел, когда инвестиции первые общие в 2 миллиона превратились потом более чем в 3,5 миллиарда долларов, чуть больше, чем за год. Соответственно, капитализация. Еще ряд такого же рода научных прорывных разработок в области интернета и в области, как мы его называем, наш младший брат, это 5-й технологический уклад, все, что связано с микроэлектроникой и с общим программированием. То есть это хранение, передача, использование информации. Соответственно, мы, когда перешли к народному финансированию и стали разрабатывать правила краудинвестинга с использованием передачи информации через интернет, это оказалось абсолютно новым. И сейчас очень многие вещи, которые мы делаем юридически, они связаны с тем, то есть это изменения в компании, это изменение статусов, изменение сегодня, включение договорной базы. Это все связано только с тем, что сегодня юридического однозначного обоснования и юридической работы ее сегодня не существует. Мы все делаем с нуля, мы все делаем с колес, потому что другого у нас нет ни времени, и самое главное, сегодня не поспевает ни налоговая система, ни банковская система, ни финансовая система в общем за тем, что мы делаем. И это, кстати, нормальный процесс абсолютно. Но нам надо состыковывать и коррелировать эти происходящие вещи. Вот. Поэтому на сегодняшний момент очень важно, чтобы все, кто вошел в этот проект в 2014 году, то есть на стадии краудинвестинга, когда венчурная, наиболее рисковая вещь, рисковая стадия проекта только начинает вырисовываться. То есть мы в самом начале декларировали, почему мы сейчас вынуждены сначала декларировать цели, показывать их достижения, а потом уже преодолевать и проходить уже к их решению. То есть, по идее, ИБИСа с точки зрения здравого смысла надо сначала делать, а потом показывать уже готовое решение. Но мы не можем себе это позволить, у нас нет такой возможности. Так как у нас нет сегодня свободных десяток и сотен миллионов долларов и фунтов для того, чтобы все сделать, показать, испытать, сертифицировать, а потом уже с готовой технологией выходить на рынок, мы сегодня, привлекая инвесторов, мы сначала показываем цели, к чему мы идем. Для этого мы как раз и привлекаем инвесторов и людей. Люди, кто верит в эту технологию, верит в те цели и задачи, которые мы ставим, они, соответственно, становятся инвесторами, участниками проекта. После этого уже реализацией мы отчитываемся и мы показываем, какие цели и задачи мы ставили и что достигнуто и что не достигнуто. Соответственно, основная задача 2014 года это было формирование конструкторского бюро, это набор высокопрофессиональных инженеров и, соответственно, выстраивание юридической и финансовой схемы для работы, для того, чтобы дальше развиваться. Эта задача выполнена, и мы весной, то есть в марте месяце, выходим в полевое строительство, причем об этом я сейчас тоже буду говорить, что исходя из опыта, это будет сразу несколько площадок, которые будут демонстрировать сразу несколько возможностей и преимуществ технологий. Это будет в разных странах, это будет под разные задачи. Соответственно, этот процесс уже необратим. Но кто в проекте и кто в курсе нашей ситуации, есть, к сожалению, здесь и отрицательные моменты, что мы рассчитываем, мы надеемся, что развитие сценария будет идти
по одному направлению, а вмешиваются внешние силы, и мы вынуждены корректироваться. Вот, кстати, мы были в некой, я бы сказал, такой эйфории или некой, ну, скажем так, очень оптимистично настроены по поводу работы в Европе, в Литве и непосредственно в городе Шауляй. Вот, когда познакомились с мэром, с депутатами, они нас позвали, дали очень интересные условия для работы. Мы были прям вне себя, так сказать, от радости о том, что вот мы пришли в Литву, и через 3 месяца у нас уже инвестиционный контракт, у нас земля, у нас работа. Вот, и мы в октябре месяце, как кто помнит, уже планировали устанавливать первые испытательные стенды для того, чтобы испытывать мотор-колесо и начинать уже, собственно, еще ряд таких научных экспериментов, которые нужны для того, чтобы дальше проектировать, дальше использовать эти данные в работе уже непосредственных проектировщиков. Вот. Но потом разыгралась очень интересная на наших глазах такая политическая, я бы так сказал, история, политический детектив, когда на фоне русофобии Юницкого обвинили сначала в том, что он шпион КГБ, потом в том, что он наносит вред НАТО, потом президент, не больше, не меньше, президент Литвы выступила с тем, что такого рода ученые, такого рода работа на территории Литвы не нужна, несмотря на то, что мэр и депутаты были категорически за. Вот. Пришлось расторгнуть этот контракт. Потом реально началось такая целая, я бы так сказал, гонение политические в Литве. То есть возбудили ряд дел против лично Юницкого и против компании, которая существовала. И таким образом эту историю с Литвой пришлось закрывать. И, соответственно, сейчас ключевые точки работы проекта Skyway — это Белоруссия, это Минск, где находится конструкторское бюро, это сейчас вот Урал, Челябинск, там мы сейчас будем проводить ряд испытаний, связанных именно с строительством свай, площадок для работы в вечной мерзлоте и отработка испытаний опор для болот, тайги и вечной мерзлоты. Вот, поэтому сейчас еще ведутся уже на завершающей стадии вопросы с правительством Грузии для того, чтобы продемонстрировать возможности технологий в высокогорных условиях работы. Вот, поэтому, друзья, это все идет, и мы опять с вами будем декларировать, мы будем показывать, сначала будем показывать анимации, то есть чертежи, которые мы планируем делать, потом будем с вами онлайн вам показывать, что идет, как строительство и испытания. Вот, и, соответственно, это, естественно, в Челябинской области вечная мерзлота нет. Друзья, в Челябинской области вечной мерзлоты нет. Мы как раз там будем только проводить, так как наши основные сегодня партнеры и именно с научной точки зрения это Уральский политехнический институт и именно кафедра мостостроения, эстакадного мостостроения. Это сегодня там Александр Васильевич Веселов, это наш очень еще один, скажем так, светоч и еще один ученый, который дает очень интересную технологию. И мы ее сначала обкатаем, сделаем, выведем в поле в условиях зимы, ну то есть это будет где-то середина марта, отработаем непосредственно в Челябинске, а дальше мы сейчас, уже как только мы там отработаем, то где-то в мае, ну то есть у нас 2-3 месяца на это уйдет, и где-то, это вот как раз уже планы на 2015 год, это мы с вами уже обсуждаем то, что мы будем делать. И дальше мы уже начнем строить непосредственные опоры и проводить полевые испытания уже в условиях вечной мерзлоты. Это будет север Вологодской области и Мурманская область. Вот. Для того, чтобы как только мы там проведем уже полевые испытания в вечной мерзлоте, это как раз на это все у нас уйдет май, июнь, июль. И к концу уже года, начало следующего года, ну, точнее конец следующего года, вот этого 15-го, который наступил, мы планируем уже начать проектировать и непосредственно строить уже первые опоры и первые испытательные стенды трассы уже непосредственно в конкретных проектах, которые мы будем осваивать. Это как раз мы несколько раз с Алексеем проводили вебинары по поводу редкоземельных металлов. Это месторождение Тамтор мирный, это
Якутия. Это также есть цветные металлы и редкоземельные металлы. Это Вологодская область. Это сейчас заканчиваются переговоры. Это с Ямало-Ненецким округом. Соответственно, это мы уже будем выходить в конкретные проекты, но это после того, как мы проведем испытания в поле, сначала в Челябинской области, в Магнитогорске, а потом уже непосредственно в Вологодской области, и где мы получим все результаты и четко отработаем, как будут вести себя сваи и опоры в вечной мерзлоте. Конечно, мы, как с точки зрения научной и инженерной, мы абсолютно уверены в своей правоте, потому что ученые, с кем мы работаем, они очень важные и очень, скажем так, серьезные, но все равно подтвердить и все результаты мы можем провести только на практике. Соответственно, это и будет сейчас у нас задача. Так, что-то у нас тут чат. Маргарита, а что у нас это самое прыгает так? Это самое. Ну ладно. Это самое. Так, друзья, видно, слышно хорошо? Так, отлично, отлично. Ничего страшного, Маргарита. Я говорю, так как у нас сегодня экономический, аналитический вопрос идет, поэтому я думаю, что нам сейчас картинки и слайды, которые есть, они не так важны, потому что большинство людей видели их уже не раз и не два, ну а кому еще можете зайти посмотреть. Потому что у нас для новичков и именно презентации и самих и технологий, они идут постоянно, вот смотрите в расписании, и там как раз. Поэтому сейчас вот я думаю, что вот по вот этим планам на 2015 год, они как раз, исходя из того, что второй день Нового года, вот, я думаю, что они сейчас интересуют и важны больше для понимания того, что мы делаем и как будет развиваться проект. Поэтому параллельно в Минске, в конструкторском бюро, которое возглавляет Антон Леонидович Юницкий, где работают сегодня уже 15 направлений именно в проектировании и моделировании. Вот, соответственно, в Беларуси будут проводиться свои строительные стенды, строительство своих испытательных именно путевой структуры, будут уже проектироваться и изготавливаться подвижной состав в разных направлениях. Вот, поэтому мы как раз сейчас эту работу диверсифицируем. Еще мы тоже не раз будем говорить об адресных проектах, где мы будем проводить испытания и с нашими уже партнерами из других областей науки. Это основной, конечно, это сейчас создание новой эстакады, металлической эстакады, использования легированной стали, новых ее характеристик. Здесь, конечно, является пионером и всемирно признанным авторитетом это Леонтьев Леопольд Игоревич. И как раз он является большим нашим и другом, и соратником, и это тот ученый, то направление, где мы как Skyway Invest Group, то есть мы как научное направление будем финансировать разработки, получать новые виды стали для того, чтобы ее применять в Skyway. И сразу можно сказать, что мы будем получать сегодня неимоверно интересные результаты, потому что эти работы ведутся уже 60 лет. Это 5 ведущих институтов были в Советской академии наук, институт стали и сплавов, и институт новых материалов. Вот, они наработали колоссальные, я могу сказать, результаты, но на сегодняшний момент они абсолютно не востребованы, потому что куда сегодня применить новую сталь, если рельсы, которые мы катаем, они катаются уже по рецептам 50-летней давности, и никто ничего там менять не собирается, не легируем, потому что если их напрямую по той принципу начать легировать, они будут дороже, соответственно, не конкурентоспособны с китайскими, с корейскими, японскими, немецкими рельсами. Соответственно, никто РЖД это не применяет. А еще сегодня, кто может сегодня быть потребителем новой стали? Военные, так они тоже свои танки, по-моему, там за последние 30 лет не модернизировали. А Т-72 наш один изобретают, показывают все каждый раз снова какие-нибудь навесом, обзывают это все новым танком. Но это, друзья, это их дело. Вот, соответственно, сегодня потребителей для науки, как мы уже с вами говорили, для той модернизации, для того технологического рывка, который сегодня необходимо сделать,
сегодня потребителя нет. И как раз вот мы сейчас выступаем, как это ни странно звучит, то есть именно за счет краудинвестинга, за счет того, что мы сегодня выступаем заказчиками, то есть сегодня Skyway и конструкторское бюро делает для нас Skyway Invest Group, где мы сначала делаем предзаказ, то есть рассчитываем экономические показатели, рассчитываем, вот мы, Андрей Хавратов на вебинаре посвященный, вот это предновогоднем, показывал, что мы сейчас выступаем заказчиками на строительство украинской транспортной сети для того, чтобы посчитать, сделать и оценить эффект. Мы же сейчас будем выступать заказчиком для Ространснета, то есть российской транспортной сети, которая покажет возможности, сколько надо будет построить трасс, во что это обойдется и, соответственно, какой эффект это будет давать. И следующим моментом мы же будем являться заказчиками на строительство конкретных адресных проектов. Параллельно, вот мы сейчас уже говорим, мы финансируем сейчас научные разработки, связанные с испытанием путевой структуры, подвижного состава, новых, здесь в России полигон будет уничтожен. Но, друзья, знаете что, в России много что происходило за историю, там даже последнюю 70-летнюю или еще там, то, что теперь не ходить или здесь ничего не делать. А потом, друзья, я вам могу сказать, что и Россия, и руководство России очень серьезно меняется, прям даже за последние месяцы. Потому что та ситуация, которая сегодня есть в России и в мире, она заставляет на все думать по-другому. Поэтому, если сказать, что в России ничего сделать нельзя, это не совсем правильно. Также, но с другой стороны, мы, конечно, должны учитывать тот опыт, что после поддержки президента Медведева уничтожили полигон. Поэтому, друзья, мы сейчас об этом многие из вас и не знали, что был такой полигон, и не знали, что его уничтожили. А сегодня, если это произойдет, или если будет такое давление на проект, то как минимум 42 тысячи человек будут с этим недовольны. А если нас к концу года, не если, а нас, когда будет к концу года, как мы рассчитываем, 500 тысяч миллион, то просто так отмахнуться или просто так прийти уничтожить, или просто так начать вставлять палки в колеса проекта будет не так просто. Поэтому, друзья, когда мы говорим, что нам необходимо, чтобы количество участников проекта постоянно увеличивалось, это первый вопрос, и, конечно, очень важный, это финансовый вопрос, потому что это действительно приход каждого нового инвестора, это инвестиции в проект, это деньги. Но самое главное, друзья, что когда мы становимся реальной силой с точки зрения реализации и запуска этого проекта, то это намного важнее. То есть для нас уже сейчас не важно, сколько человек инвестировал, 1000 рублей, 10 тысяч рублей, 100 тысяч или 100 тысяч фунтов. Вот, есть такие инвесторы. Вот. Это, друзья, сейчас важный вопрос, конечно, но не первостепенный. Первостепенный вопрос – это чтобы нас было миллион участников, миллион тех, кто хочет реализовать этот проект. И как раз, когда это будет, тогда и очень важный, вот сейчас я вам могу сказать, что по разработкам входящих в SkyTech. Да, обязательно, Ирина, мы обязательно будем это делать, и это как раз моя обязанность, моя работа, то есть я буду очень подробно рассказывать и не просто рассказывать, а мы обязательно с вами проведем совместный вебинар вместе с Леонтьевым Леопольдом Игоревичем, то есть обязательно я его приглашу, и он вам сам расскажет о том, какие виды стали, что мы будем делать, что применять, как работать, где мы будем брать редкоземельные металлы. Это обязательно будет в нашем вебинаре, и это у нас вот прям буквально на январь запланировано, и это мы сделаем таким, то есть это будет очень важным, значимым событием. Мы обязательно также пригласим Гапонцева Валентина Павловича, это наш российский физик, ученый, был заведующим лабораторией в Физтехе, в начале 90-х уехал в Америку, сейчас у него штаб-квартира и в Вильнюсе, и в Америке, и, соответственно, это сегодня мировой лидер по производству оптиковолоконных лазеров. Это лазерных роботов, которые производят сварку труб большого диаметра, там, брони очень сложной, то есть он производит примерно 80% мировых лазеров. Он также обязательно будет участвовать в нашей работе. Это крайне важно, потому что вместе с ним мы являемся заказчиком на разработку лазерного робота, который будет сваривать путевую структуру просто с неимоверными на сегодняшний момент скоростями. Это 200-300 метров в минуту готовой путевой структуры. Мы такую задачу поставили с нашими и
Гапонцева, соответственно, инженерами. И я думаю, что в этом году, где-то к концу года, это, скорее всего, будет октябрь-ноябрь, мы первый прототип такого робота уже увидим, и, соответственно, мы тоже обязательно это будем с вами рассказывать и показывать. Вот. Ну, а то, что мы сейчас уже испытываем, делаем, это сваи, опоры и фундаменты для болот и вечной мерзлоты, друзья, ну, это вообще... Я могу сказать, что не то, что аналогов в мире нет. Мы сейчас разрабатываем систему, которая позволит очень дешево и очень быстро строить нашу путевую Skyway структуру в любых грунтах, которые бы только не были. Это пески, это скалы, это болото, это тайга, это вечная мерзлота. И технология, которая сегодня вот прямо на ваших глазах рождается, которую мы делаем, она просто позволит и так уникальные... Нет, это не винтовые сваи. Как раз сейчас конструкторское бюро Юницкого мы проектируем, и идет проектировка винтовых свай. Но винтовые сваи, они универсальные, но не настолько технологичные. А то, что мы сегодня делаем, это уже замена и фактически винтовых свай, это буронабивные сваи, причем по определенной технологии, которая может работать в условиях вечной мерзлоты, то есть когда на глубине 2-3 метра промерзания находится уже вечная мерзлота. И, соответственно, тоже Анатолий Эдуардович, вот, когда в субботу проводил вебинар, он вскользь упоминал об этом процессе, а мы как раз сейчас доводим эту технологию до совершенства для того, чтобы она строилась очень дешево и очень быстро. И эти вещи вот как раз мы с Уральским университетом как раз и отрабатываем сейчас, и это то, что мы в марте-апреле будем вам показывать, и в онлайне вы будете видеть, и мы как раз будем проводить сравнения все и с буронабивными классическими сваями, и монолитными бетонными сваями, и винтовыми. И как раз весь этот комплекс испытаний будем проводить и показывать преимущества того или иного направления. Вот то, что мы сейчас делаем, именно вот эти буронабивные сваи, это, ну, я могу сказать, просто такой рывок и такой прорыв вообще по этой же технологии, как мы, то есть, чтобы тоже было понятно, что эта капитализация произойдет еще наших с вами инвестиций до того, как начнется строительство Skyway и выход его на IPO, потому что это направление, оно востребовано сегодня и в строительстве эстакад, и в строительстве автомобильных дорог, и в строительстве просто жилых зданий, находящихся на мягких грунтах или вечной мерзлоте. Соответственно, это все востребовано сегодня. И то, что мы разрабатываем и будем как Инвестгрупп владеть этой технологией, просто дополнительный вопрос и дополнительная капитализация именно SkyTech направления. То же самое и с новыми материалами, с новой сталью, она сегодня также востребована в разных направлениях. И роботов, вот этих оптиковолоконных лазеры, которые тоже будут разрабатываться, делать, это все диверсификация общей капитализации. Естественно, что все это делается для того, чтобы строительство трасс Skyway было максимально технологичным, максимально дешевым и максимально приближенным к тому, чтобы получать из нее прибыль тем, кто инвестирует. Это обязательно. Вот. И еще я вам могу сказать, вот я уже не раз это говорил, что этот процесс опять набирает обороты. Я и с Юницким Анатолием Эдуардовичем познакомился тогда, когда создавал первый венчурный фонд. Он назывался тогда фонд президентских программ. Это еще в 1999 году он был создан. И как раз через меня проходили тысячи ученых, которые давали свои технологии. И вот как раз я там познакомился с Юницким, когда мы начали, тогда я ему стал помогать уже как через этот венчурный фонд, а потом просто перешел в работу в его школу. И сейчас я являюсь там и последователем, и участником научной школы SkyTech. Вот. Так вот, сейчас этот процесс опять начинает набирать обороты, то есть ко мне обращаются сейчас уже десятки и десятки ученых, выходят на меня очень много изобретателей, и сейчас уже определено четкое направление. Если раньше, когда мы создавали первый вот этот венчурный фонд, была задача провести анализ всех изобретений, которые есть, и из них выбрать изюминки, то есть бриллианты. Соответственно, также по этой же логике сегодня работает фонд Сколково, где просто они говорят, приходите все к нам, мы выберем, что интересно, и будем дальше финансировать. Уходят десятки миллиардов долларов, но без четко поставленной задачи и результата, который надо ожидать. То есть они не знают цели, которые поставят. Они говорят, принесите нам что-нибудь.
Ну и, соответственно, все что-нибудь несут, и из этого что-нибудь хотят что-нибудь вырастить. Вот, то есть, грубо говоря, сделали теплицу, насыпали почвы, поливают ее, делают солнце, и потом ждут, когда вырастет. Но как кто занимается садоводчеством, тот понимает, что если не посадить, а потом еще сорняки не убрать, то ничего полезного там не вырастет. А сейчас идет система, что собирают все в надежде, что что-нибудь полезное прорастет. Так вот, вся мировая практика, особенно успешных проектов, успешных направлений, показывает об обратном. То есть мы не раз проводили сравнение и четкой Кремниевой долины. То есть, друзья, что такое Кремниевая долина? Это когда дали условия экономические и финансовые для развития конкретного направления. Все, что связано с кремнием, с интегральными микросхемами и с сферой программирования. И поэтому получили результат. Поэтому вырос там такие компании, как Dell, Apple, Microsoft, Facebook и так далее. Потому что это все было заранее спрограммировано и заранее направлено. И инвестиции были именно в конкретный результат. Конечно, никто не мог знать, что это будет Билл Гейтс или это будет Марк Цукерберг, но это было ожидаемо. То есть их специально ждали и создавали условия, инкубатор для их выращивания. Это и называется Кремниевая долина. И все это было в пятом технологическом укладе. Вот то же самое мы сейчас создаем работу для 6-го технологического уклада. Мы сразу назвали это SkyTech. Вот, еще раз, для кого это новый термин, повторю, чтобы вы понимали, для кого это уже знакомый и понятный термин, чтобы у вас все это укладывалось в голове, что SkyTech это небесные технологии, если дословно переводить, оно идет полным аналогом и следующим шагом за хай-теком. То есть хай-тек это группа технологий, которая названа высокие технологии, это как раз продукт Кремниевой долины. И она сработала и работает, и поэтому сейчас всем направлениям понятно, что когда производится хай-тек, называется хай-тек, это бренд, который несет в себе огромную информацию. То есть всем понятно, что за этим стоит, какая группа технологий, как это работает, как это финансово привлекательно или не привлекательно. Соответственно, вся практика последних 25 лет становления интернета как агрегированной технологии, соответственно, мы это все видели и делаем. Мы, так как мы занимаемся следующим шагом за хай-теком, то, естественно, стал вопрос, а что такое SkyTech? Или какая технология должна идти за высокими технологиями? Ну, естественно, что вот нашим кругом, вот нашими директорами, спикерами нашего Sky университета, потому что этот год новый, и Юницкий стал выводить технологию, раньше она называлась STU, струнные технологии Юницкого. Он создал струнную транспортную систему СТС, под этим брендом ее знают в Австралии. Вот. Соответственно, в этом году, когда мы вышли в краудинвестинг и начали новый этап развития, то, естественно, надо было выходить с новым брендом, и Юницкий предложил вот именно Skyway. Вот. И я считаю, что все, кто к нам подсоединились, это очень важное, очень интересное название, потому что Skyway это небесные дороги, и как раз вот эти фотографии ЗИЛ, уходящие в небо, то есть очень ажурная, легкая конструкция, которая фактически не видна над землей, она наилучшим образом показывает суть Skyway. Это небесная дорога. И дальше, когда мы начали развивать, а как это обобщить в группу, в кластер, в экономический кластер, в технологический кластер, естественно, родился термин SkyTech. Мы сразу скажем, что это мы авторы всего этого направления. Дальше у нас есть и Sky университет. Сейчас мы уже прорабатываем и уже думаем насчет Sky Invest Bank. Это инвестиционный банк, который будет обобщать и делать свои расчеты внутри. Соответственно, вот эта группа технологий SkyTech, она родилась абсолютно естественно, потому что должно идти за высокими технологиями? Я задавался вопрос, и это надвысокие, супервысокие, очень высокие технологии. Там, знаете, как молодежь любит говорить, вай, супер. Вот, соответственно, у нас, так как Skyway термин и бренд нам очень близкий, то, соответственно, мы почему-то все вместе решили, что эта группа технологий будет называться SkyTech. И это абсолютно естественный вопрос, что университет, который будет внести эту информацию, и наши вебинары, они уже ведутся в рамках работы именно Sky университета. Вот, соответственно, менеджеры, которые работают, это Sky Invest Manager, это тоже, в общем-то, абсолютно для нас стало логичным. И в 6-м технологическом укладе сам по себе планируется трансляция со сторонниками
эксперты вроде Хазина, Делягина, обязательно. То есть и Хазин, и Делягин, эти два Миши, это большие наши друзья, большие наши сторонники. Вот, мы с ними будем и работали в этом году, и дальше будем работать. Тем более, что сегодня я про Хазина не раз уже говорил. Он мне говорит, вот тебе везет, вот 15-й год, этот кризисный год, в который будет большая буква «Ж» с точки зрения экономики. Вот. Но у тебя есть Skytech, Skyway, ты знаешь, что делать, и для тебя строй Skyway, спасай Россию, это как бы естественный процесс. А что нам делать, экономистам, и это самое, говорить, что нефть будет падать до $20, что Россия при такой экономике, таком управлении должна развалиться, и мы теперь будем воевать со всем миром, извини, а кто хочет это слушать? Понимаете, людям нужен и вообще сегодня необходим конструктив, то есть показать, куда дальше выводить. Ну и в этом плане как раз он говорит, что, друзья, давайте быстрее стройте свой Skytech, мы дальше будем это продвигать и делать. И, кстати, Делягин, не Делягин, а про Хазина. Хазин внес очень серьезные вообще в терминологию и в идеологию развития Транснета и Skytech. Он ввел такое понятие, как внутриконтинентальное развитие. И он первый обосновал, что прошла эра океанских государств. То есть, когда граница с океаном и с мировым океаном именно дает преимущество. Исходя из этой логики, такие страны, как Монголия, там, европейские страны, Латвия, Эстония, Украина, Россия, вся ее часть, она перспектив не имеет, потому что она не имеет такого преимущества от границы с океаном. А с развитием Транснета, причем внутри континентального Транснета, именно Еврастранснет, как мы его назвали, то появляется преимущество у внутренних стран, которые могут сразу из любой точки континента направлять и сообщаться через Транснет с любой точкой. Соответственно, Хазин уже сыграл большую роль. И как раз сейчас, исходя из вот этого экономического и технологического понятия, то есть той технологической школы, мы как раз и начинаем уже вот этот 2015 год с анализа, с своих планов, прогнозов. И так как мы уже сейчас, для нас чем был очень сложный 2014 год, именно год запуска проекта. Потому что мы четко понимали, что когда мы обращаемся к краудинвестингу, когда мы начинаем строить новую краудинвестинговую систему через большое количество участников и еще применяя при этом инструменты личного кабинета, реферальных платежей, то есть вознаграждение за тех, кто входит в этот проект и привлекает других участников, то мы понимали, что будет постоянное обвинение в финансовой пирамиде, постоянное обвинение в мошенничестве, вот, что, в общем-то, сейчас пытаются везде там крупными буквами написать на лбу у Юницкого, вот, как автора проекта, у нас у всех, как тех, кто несет эту информацию. И как раз мы, показывая наш предыдущий опыт, показывая, что мы сделали, показывали... «Русская карта 4», кто не смотрел, да, «Русская карта 4» это очень интересный фильм, снял его очень интересный, молодой, талантливый режиссер Иван Сидельников, это большой наш союзник, сторонник, вот, он сейчас является еще и замдиректором Института Арктики и Антарктики Академии наук, вот, и как раз он большой сторонник развития северных территорий и страны России как северной страны. И как раз еще этот фильм снят больше 10 лет назад, и там уже как раз про Юницкого есть большое интервью, большой репортаж. Соответственно, да, кто не смотрел, обязательно посмотрите еще «Русскую карту 4». Так вот, друзья, 2014 год прошел, и мы, несмотря на то, что и в Литве, и еще в ряде стран пытаются все-таки нас сегодня в чем-то обвинить и ставить палки в колеса, вот, я могу сказать, что мы прошли основной этап – это формирование конструкторского бюро, это формирование финансовой системы, которая позволяет привлекать инвестиции и направлять их для решения конкретных целей. И самое главное, мы подошли к этапу строительства. Потому что, друзья, вот как насчет строительства, я сам буду ходить с кувалдами, сам буду забивать, заливать бетон, потому что это то, что сразу же переведет наш проект и наше с вами общение в новое качество. А соответственно, когда мы будем получать результаты по новым видам стали и по новым видам буронабивных свай, когда мы будем понимать, что это становится технологичным, очень дешевым и очень качественным, то это, друзья, будет совсем другой подход, совсем другой уровень. И я там
с таким нетерпением, и для меня это также крайне важно, потому что это сразу будет другой уровень нашего с вами общения. И я могу сказать, что осталось каких-то 2-2,5 месяца, когда мы начнем реально это реализовывать и будем вести вебинары непосредственно с площадок. Мы онлайн будем с вами видеть, что происходит, что строится. И, соответственно, тогда уже все будет тяжелее и тяжелее нашим оппонентам, нашим завистникам, нашим, я бы сказал, конкурентам постоянно говорить о том, что мы занимаемся продажей воздуха или мы занимаемся пустыми вещами. Потому что то, что уже 60 лет нарабатывал академик Леонтьев, это не пустые слова. Другое дело, что это не применяется сегодня. Это пустая работа с точки зрения внедрения. Но с точки зрения научного результата это колоссальная вещь. То, что сегодня Гапунцев делает роботов, но он их делает сегодня десятками штук в год, потому что востребованности для такой технологии тоже сегодня нет. И почему они с большим энтузиазмом и с большим воодушевлением работают с нами, потому что они понимают, что если пойдет строительство Skyway, а это уже там буквально 1,5-2 года ближайшей перспективы, то это понадобится миллионы тонн легированной стали, это понадобится десятки, сотни тысяч легирующих элементов редкоземельных металлов, это понадобится сотни тысячи оптиковолоконных роботов, которые будут варить путевую структуру. Соответственно, это понадобится миллионы, десятки миллионов свай буронабивных, которые мы сегодня разрабатываем. И это огромный, соответственно, толчок, огромный сегодня то, что не востребовано, и то, что сегодня миллионы рабочих мест. Абсолютно правильно, друзья. Я как раз, вы уже понимаете, что я очень люблю анализировать высказывания наших лидеров, и когда они декларируются, что в России намечено за ближайшие 10 лет создать 20 миллионов новых высокооплачиваемых рабочих мест, я, друзья, задаю вопрос, где? Покажите, где, что вы собираетесь делать, что вы собираетесь создавать, где вы собираетесь сегодня создавать новые 20 миллионов рабочих мест, высокооплачиваемых еще. То есть и ответа на этот вопрос, кроме как Skyway, Skytech и Transnet, не дает. А сегодня мы можем сказать, что строительство сотен тысяч на первых этапах, а потом миллионов километров Skyway — это огромное количество металла, бетона. Соответственно, это огромное территориальное расселение, и это открытие новых месторождений, которые будут включаться в экономический оборот. И точно так же, как, чтобы для восприятия было понятно, что когда у вас в руках находится вот этот вот аппарат, гаджет, как его сегодня называют, если он не включен в сеть, то это в лучшем случае хорошая игрушка. То есть с ней можно поиграть, как калькулятор использовать, там, как фотоаппарат, но это не та система, которая дает именно 5-й технологический уклад, именно сфера интернета. А вот как только мы его включили в сеть, соответственно, это становится совсем другого уровня аппарат. Это включение в информационный оборот, это использование, хранение и передача информации. Вот точно так же и Transnet, и Skyway, и 6-й технологический уклад будет для населенного пункта, подключен он к сети Transnet или не подключен, проходит через него трасса или нет. Соответственно, с месторождениями. Если к этому месторождению подходит трасса, и оно может очень быстро и дешево транспортировать свое сырье или продукцию, которую производит это предприятие, значит, оно, соответственно, включено в очень эффективный экономический оборот. Если к нему не подходит Transnet, соответственно, оно не является сегодня настолько эффективным и настолько... Поэтому в этом году, как я уже сказал, что для нас переломный главный момент — это начало полевых строительств, полевых испытаний, это получение и, соответственно, оформление результатов, связанных с новыми сталями, с новой робототехникой и, соответственно, новыми материалами, новыми технологиями. И это мы будем все делать вместе с вами. Здесь сразу можно сказать, что официальной и большой поддержки ни в Академии наук у нас сегодня нет, хотя Леонтьев, он в свое время был и вице-президентом, и замминистра науки еще и в Советском Союзе, и в начале 90-х годах. Но сегодня он работает с нами именно как ученый, как технолог, который дает свои результаты для того, чтобы мы их применяли. И здесь как раз стоит вопрос, что нам нечего уповать сегодня на поддержку каких-то высоких чиновников. У меня есть возможность получать доход
от европейской компании, которая зарегистрирована в Лондоне. Мои акции, кстати, увеличиваются за 2,5 года в 250 раз. Это по одному из пакета акций. Второй пакет акций, который я сейчас подарил своей супруге, оформил на нее, это 1 миллион 40 тысяч акций. Приятный такой подарок. Тоже даст доход 500 раз. То, что рекомендую сейчас сделать и тебе. Ты выбираешь на ту сумму, которая комфортна для тебя, проинвестировал. Твой капитал увеличится, как я говорил, там, в 250, в 300, в 500 раз. Все, 2,5 года. Отстроен полигон, заложен фундамент. Дальше уже будет производиться сборка юнибусов. И всему миру будет показана вся технология юнитского уже в материале. Все это будет действовать, ездить, мы сможем прокатиться в 2016. Так что главное сейчас действовать. Что я предлагаю? Получить информацию и начинаем действовать. Все зависеть будет от тебя.